Пришло время подвести предварительные итоги уходящего дня. В эфире служба новостей Аймах. В студии я, Даулет Акимов. Здравствуйте. Вниманию крестьян! Фермеры на отдаленных пастбищах теперь имеют доступ к чистой питьевой воде. Научно-исследовательский институт водного хозяйства в регионе разработал устройство для самоочищения подземных пресных вод. Производительность конструкции достигает 800 литров в час. Устройство называется «Обратносмотр». Водочистный аппарат работает на голубом топливе. Стоимость составляет около 60 миллионов тенге. Емкость 800 кубометров. Прибор работает без перерыва в течение 50 часов. Как известно, большинство подземных вод являются минеральными. В отдаленные районы вода в большинстве случаев доставляется цистерной. Это тоже расходы. Бензин уходит или вода будет застаиваться. Поэтому, если вы установите это устройство один раз, это будет полезно для вашего здоровья. Эксперты говорят, опасаться, что запасы подземных вод закончатся, не стоит. Это связано с тем, что запасы грунтовых вод всегда поддерживают баланс благодаря снегу и дождевой воде. Данная техника обратносмотра не только очищает воду, но и сохраняет в ней природный минерал, обогащается полезными химическими элементами, такими как кальций, магний и железо. Даулет Акимов, Жаслан Гурмангаза, Аймак. В селе Далакайнар Шуского района открылась детская спортивная площадка. Главная цель – пропаганда здорового образа жизни и развитие детского массового спорта, а также обеспечение жителей современной спортивной инфраструктурой. В данном селе была введена в эксплуатацию новое мини-футбольное поле и детская игровая площадка. Всего в Шуском районе насчитывается 33 спортивных площадок, 10 из которых были реализованы по программе АОЛ Елбесега. У нас в районе была открыта детская площадка. В целях эффективного использования досуга нашей молодежи была открыта данная спортплощадка. Стоит отметить, ремонтные работы ведутся на 3 улицах. Сегодня состоялась внеочередная 5-я сессия Таразского городского маслихата. Ранее было предложено внести изменения в бюджетные финансы, запланированные на 3 года. Теперь большая часть дополнительных средств будут направлены на инфраструктуру. Бюджетные заявки на сумму 1,3 миллиарда тенге будут реализованы через собственные доходы города. В частности, эти средства будут направлены на проведение капитального ремонта 52 многоэтажных домов, решение инфраструктурных вопросов и работ в 15-м микрорайоне. Руководствуясь статьей 106 бюджетного кодекса, изменения вносятся по инициативе местного исполнительного органа и на основании запросов администраторов бюджетных программ. Выполнен анализ расчетного исполнения доходной части городского бюджета на 2023 год по итогам года. И рекомендуется увеличить собственные доходы города на 1,3 миллиарда тенге по согласованию с управлением госдоходов. На сессии также был рассмотрен вопрос возврата в собственность государства земель, находящихся в частных владениях. По словам специалистов, в массиве Карасай начнется строительство жилого дома. В связи с этим ТО «Эйжа Консалтинг», утвержденным независимым экспертом, оценила рыночную стоимость земельного участка почти в 14 миллионов тенге. По этому вопросу депутаты пришли к решению о выплате компенсации. Даулет Акимов, Жаслан Гурмангаза, Аймак. Жамбылская область обладает богатым историко-культурным наследием. На сегодняшний день на территории города Тараз насчитывается 10 памятников республиканского значения и 54 памятников местного значения. В связи с этим городской прокуратурой города Тараз была проведена проверка. В результате ответственными лицами был выявлен ряд нарушений. 12 памятников утратили свои исторические ценности. К 10 историко-культурным памятникам местного значения были внесены изменения касательно внешнего вида и конструкции. В их числе и средняя школа имени Крупской, изменен цвет, фасад, крыша и окна зданий. А в Казпечати 1910 года по сей день не были проведены реставрационные работы. В ходе анализа также было установлено, что уполномоченным органам за 6 лет не были проведены контрольные работы по состоянию сохранности 44 памятников. Не оформлены охранные обязательства собственникам 22 памятников о сохранении их в надлежащем состоянии. На территории 11 памятников не установлены доски, содержащие краткие характеристики. В соответствии со статьей 29 Закона об охране и использовании объектов историко-культурного наследия запрещается изменение облика и иных физических характеристик, указанных в паспорте историко-культурных памятников. Таким образом, прокуратурой города Тараз было внесено представление в акимат Жамбылской области об устранении нарушения законности и исправлении сложившейся ситуации. Даулет Акимов, Арушан Смаилова, Жаслан Гурмангаза, Аймак.
В текущем году в стране отремонтируют 250 школ. Есть вероятность, что 35 объектов образования работы не успеют завершить до начала нового учебного года. В этом списке есть 6 школ Жамбылской области. Фундамент 28-й школы в Таразе был заложен еще в 1975 году. С тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. Учреждение рассчитано на 950 мест. Фактически обучается 600 учеников. По словам директора, строительные работы начались в конце июня. Есть вероятность, что до сентября подрядчик не успеет сдать объект. Первые классы, так как они впервые пойдут в школу, 9 классы, так как они выпускные. И 11 классы будут учиться на базе средней школы номер 16. Остальные классы будут обучаться онлайн. Так как у нас уже год онлайн обучения есть, поэтому, я думаю, никаких проблем не будет. В регионе сейчас ремонтируют 17 школ. Госказне это обходится почти в 4,5 миллиарда тенге. По официальным данным, до начала нового учебного года строительные работы не успеют завершить в 6 организациях образования. Связано это с затянутыми сроками госзакупок. И подрядчики зашли на объекты с опозданием. 34-ші мектепте бар, 28-ші мектеп бар, 44-ші мектептердің біз рұқсат қағазын технодорлар. Из 34 школ в 28 у нас просрочена сметная документация в зависимости от тендера. Из-за этого мы поздно получили разрешение. Вторая проблема – малая численность работников на объектах. В настоящее время предлагаем подрядчикам увеличить штат сотрудников и работать в 2 смены. Если строители не успеют до указанного срока, учеников отправят в соседние школы. В управлении образования обещают решить проблему одной аварийной школы и 4 с трехсменным обучением. Мы планируем решить проблему 3-сменных школ в 2024-2025 годах, учитывая все возможности строительства. Еще планируем решить проблему одной аварийной школы в следующем году. Проектно-сметная документация отправлена на государственную экспертизу. Напомним, в этом году в Жамбылской области строят 17 школ. Это из республиканского бюджета намерены потратить чуть больше 23 миллиардов тенге. Аружан Смаилова, Жаслан Хурмангазы, Аймак. Таразские школьники придумали умные часы для прогнозирования заболевания сердца. Инновационную разработку юных изобретателей назвали Second Heart. Она позволяет оперативно оказать медицинскую помощь больным, которых сразил инсульт или инфаркт. Уникальный научный проект опробируют в местной поликлинике. Дулат Исабек Ядия Турсунбай, учащийся областного специализированного лицея для одаренных детей. Смарт-часы разработали за 3 месяца. GPS GPS передает сигнал, если человеку стало плохо или он потерял сознание. Вот сигнал поступил. Нажимаем и видим, где он находится. Школьники разработали специальное приложение для смарт-прибора. Устройство также показывает температуру тела, процентное содержание кислорода в крови, а также частоту сердечных сокращений. Google Ассистент көмекшіміз. Зачастую люди ходят в поликлинику по любому незначительному поводу. Теперь пациент благодаря часам может самостоятельно следить за своим состоянием и получить ответ на интересующие вопросы. Например, задаем вопрос, сколько стоит кардиомагнил. Часы могут ответить на такие вопросы через Google-платформу. Юные изобретатели намерены и дальше совершенствовать смарт-часы. Врачи же в свою очередь посоветовали им дополнить разработку измерителем давления и другими экспресс-анализами. Аружан Смаилова, Жаслан Хурмангазы, Аймак. Каждый ребенок должен воспитываться в полноценной семье. Сегодня в центре Анагатахзам прошла специальная лекция с участием представителей органа по правам человека, а также Совета матерей и психологов. Специально приглашенный представитель уполномоченного по правам человека по Жамбылской области Берикбол Байхойжаев, исходя из конкретных данных, поднял ряд вопросов, так как данная тема сегодня актуальна по всей стране, потому что именно родители несут ответственность за правильное воспитание ребенка. Берикбол Узакович вот сейчас такую печальную статистику сказал, сколько обращений, я вот навскидку посчитала, это 20 обращений в день, только это официальных, да, зарегистрировано, по бытовому насилию. То есть очень здорово, я уже повторюсь, что эту проблему поднимают на уровне государства, да, на уровне правительства, что открываются кризисные центры для поддержки женщин, которые попали в такую сложную ситуацию. По данным областного департамента полиции, за последние 6 месяцев возбуждено 753 уголовных дела, из них 22% дела, касающиеся женщин. Озвученные данные неутешительные. Гости мероприятия отметили необходимость создания центров поддержки семьи.
Жамбыл облысы әкімдігінің ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен өтіп жатқан. Думаю, что мероприятия, организованные Управлением внутренней политики Акимата Жамбылской области, имеют большое значение. Родители несут главную ответственность за счастье каждого ребенка. Если мы со всей любовью и добротой воспитаем наших детей, количество счастливых семей также увеличится. Я верю в то, что Казахстан ожидает светлое будущее. По словам Берикбула Узагулов, в стране нет профилактических мер, связанных с вышеуказанными проблемами. Он также отметил, что это приводит к обострению озвученных вопросов. Даулет Акимов, Жаслан Курмангазы, Мейіржан Ербулатов, Аймақ. На этом наш выпуск завершен. Напоминаем, что с другими новостями телеканала вы можете ознакомиться на нашей официальной странице в Инстаграме, Фейсбук, а также в YouTube-канале. Оставайтесь в курсе событий.